Мафлоки — это паразитирующие сущности низших астральных миров, своеобразные психические вирусы, питающиеся человеческой энергией и влияющие на сознание. Они невидимы обычному зрению и впервые были зафиксированы в 1937 году бароном фон Попелем, который изобрел фотоэмульсию, реагирующую на инфракрасные лучи и позволяющую снимать объекты в полной темноте. Так и удалось запечатлеть энергетические образования, названные мафлоками. Природа мафлоков-мафлоки — это примитивные энергетические существа, обладающие лишь зачатками разума. Согласно одной из версий, они возникают из загрязненных астральных оболочек людей после смерти физического тела. Такие оболочки попадают на самые низшие уровни астрала, где деградируют и превращаются в мафлоков. Однако процессы эволюции и инволюции во Вселенной идут одновременно, поэтому некоторые из этих существ могут развиваться и переходить на более высокие энергетические уровни. В материальном мире мафлоки предпочитают места с низкими вибрациями: подвалы, свалки, заброшенные дома, пещеры, трущобы. Они не способны самостоятельно производить энергию и живут за счет внешних источников, чаще всего за счет людей. Без подпитки мафлоки живут около 30-50 суток, после чего исчезают. Влияние на человека: мафлок прикрепляется к человеку через его слабости. Страхи, гнев, зависть, раздражение, лень, депрессию, похоть, зависимость от алкоголя, наркотиков, табака или даже привычку ругаться. Он питается эфирной энергией жертвы, а через астральные слои воздействует на психику, нервную систему и эмоции. Любимые точки прикрепления: головной и спинной мозг, глаза, уши, сердце, половые органы и зоны подмышек или паха. Это может вызывать физические болезни и психические расстройства. Человек, находящийся под влиянием мафлока, часто осуждает и критикует других, вступает в споры, навязывает свое мнение, испытывает постоянное раздражение, злость, обиду, тянется к алкоголю, сигаретам, наркотикам или разрушительным привычкам, теряет энергию, становится апатичным, уставшим, больным, притягивает неудачи, конфликты и болезни. Мафлоки питаются отрицательными эмоциями, поэтому чем больше человек злится, обижается, страдает или завидует, тем сильнее становится паразит. Как распознать и освободиться? Если вам тяжело контролировать свои мысли, если они постоянно крутятся вокруг негативных тем, это признак воздействия мафлоков. Они усиливают внутренние конфликты и заставляют человека совершать поступки, вызывающие еще больше отрицательных эмоций, создавая замкнутый круг. Пути освобождения: осознавать и контролировать свои мысли, заменять отрицательные эмоции на положительные, заниматься духовным очищением и энергетическими практиками, избегать мест и людей с тяжелой энергетикой, чаще бывать на природе, слушать гармоничную музыку, читать молитвы. Мафлоки — это энергетические паразиты, питающиеся человеческой тьмой. Но как только человек осознает их существование и начинает очищать свое сознание, они теряют власть над ним и уходят. Главное оружие против мафлоков — светлые мысли, осознанность и внутренняя чистота. Мафлоки — это астральные паразиты. Мафлоки питаются физической болью, лярвы — эмоциональной. Чаще всего мафлоки выглядят как моллюски или медузы. Имеют тонкие нити щупальцев, проникающие в различные участки тела. Локализуются в местах боли. К примеру, мигрень может быть вызвана наличием мафлока. Эфирное тело по форме практически совпадает с физическим. Оно пронизано энергетическими меридианами. Вот к этим меридианам и цепляется мафлок. Можно было бы подумать, что это агрессивное существо. Но по сути он просто занимает свободную нишу. Когда оболочка тела повреждена и есть прорехи в результате физических или эмоциональных травм, мафлок занимает место разрыва. Их очень сложно определить, потому что они сливаются с эфирным телом. Но если пристально внутренним взглядом исследовать область локализации боли, то можно заметить жгутики, торчащие наружу, или изменение цвета фантомного тела в том месте, где он присосался. Для того, чтобы убрать мафлока, достаточно заполнить место разрыва, визуализировав процесс заполнения прорехи собственным фантомным телом. Как будто тесто подходит изнутри,
и заполняет разрыв. Боли должны пройти после этого. Иногда нужно повторять несколько раз процесс заживления, так как может образовываться новая прореха, и мафлок появится снова.